Окно одно, а справок много. Работа многофункциональных центров под контролем Дмитрия Медведева. Осторожно, гололед. Природная тревога прибавила работы медикам и дорожным службам. Зима на дворе. Святая святых она вступила в 3 года. Сегодня православные отмечают введение во храм Пресвятой Богородицы. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Открытие и результат работы многофункциональных центров по российским регионам сегодня обсуждали на селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева. По Северо-Кавказскому федеральному округу Ингушетия вошла в 3 лидеров по охвату населения. Напомним, в нашей республике подобный центр открылся 30 ноября. О том, как будут развивать это направление и наращивать работу, репортаж Хавы Султыговой. В режиме видеоконференции премьер пообщался с руководителями субъектов федерации и отметил, что единый пункт приема и выдачи документов должен быть в каждом регионе. В числе лидеров по охвату населения сейчас Москва, Ростов и Краснодар, а в нашем федеральном округе высший показатель у Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Сейчас по России действует 850 таких учреждений, точнее 848 по состоянию на 1 декабря. В них могут обратиться, так вот если считать по-крупному, приблизительно чуть меньше трети нашего населения. Задача к концу 2015 года обеспечить для 90% граждан доступ к получению услуг по принципам одного окна. Для этого нужно увеличить количество МФЦ почти в 3 раза. В ходе совещания также прозвучало, что необходимо увеличить список предоставляемых услуг, а в регионах с отдаленными поселениями нужно создать мобильные офисы. Дмитрий Медведев подчеркнул, что ключевая роль в развитии этой темы принадлежит регионам. В каждом из них уже формируется система управления этим проектом. В сентябре этого года в Государственную Думу внесен и прошел первое чтение проект закона, согласно которому субъекты федерации будут наделены полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров. На 10 декабря запланировано его рассмотрение в 2-м чтении. Открытие многофункциональных центров Ингушетии неоднократно обсуждалось на совещаниях у Юнусбека Евкурова. Глава особо подчеркивал, что необходимо создать такие центры для удобства получения населением необходимых услуг и исполнения указа президента России. Первый МФЦ открылся в республике 30 ноября. Тогда глава Ингушетии подчеркнул, что центр должен работать без сбоев, и только в таком случае жители республики смогут оценить, насколько он удобен. Центр очень хороший, современный. Я думаю, что уверен, что граждане, заходя сюда в центр, в первую очередь, у них хорошие впечатления будут. Но закрепить эти впечатления хорошие надо, конечно, постараться тем, кто здесь обслуживает. Начиная от элементарной улыбки, заканчивая вежливым обращением к гражданам, которые сюда заходят, чтобы получать услуги. И в рамках вот этого проекта мы его сейчас доработаем, и до конца 2014 года мы полностью во всех муниципальных образованиях сделаем центры и дополнительные офисы. Управление Федеральной службы судебных приставов, отделение Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Управление Федеральной миграционной службы и налоговая служба. Это неполный список ведомств, чьи услуги предоставляются в МФЦ. Причем большую часть из них можно получить бесплатно. Такие центры будут открыты еще в 9 населенных пунктах Ингушетии. Хава Султыгова, Тимур Карахоев. Новости 24. Зима пришла вовремя, застать врасплох никого не удалось. Работники дорожных служб не прекращали работу с самого утра, благо человеческие и технические ресурсы в наличии. Аншлаг и в шиномонтажных мастерских, а это показатель ответственности автолюбителей. В режиме ожидания находятся и врачи травмпунктов. О снегопаде и его последствиях в репортаже Заремы Бековой. После обильного снегопада на улицы вышли работники дорожных служб. Они трудятся с самого утра, ведь состояние улиц в их руках. Гололед, он бывает каждую зиму, и надо ездить осторожно, конечно. По мере возможности мы подсыпаем, обязательно идет подсыпка дорог. Во время гололед, конечно, надо ездить осторожно, соблюдать дистанцию между машинами. Директор жилищно-коммунального хозяйства говорит, работать пришлось в усиленном режиме. Задействованы были все сотрудники и техника. У нас был создан штаб, городской штаб во главе с мэром города Тунгоем Алиханом.
у нас было совещание. Выехали мы в 8 вечера. Все улицы, которые находятся в черте города, считая даже ту, которая идет к Гамурзиева, вплоть до больницы. Детская поликлиника у нас находится в Альтиево новая, которая вплоть до все наши улицы были посыпаны песком. Песком, солью вместе размешано было. К зиме необходимо подготовить и свой автомобиль. Летние шины нужно вовремя поменять на зимние. Работники шиномонтажа в Насыркорте рассказывают, начало месяца у них оказалось загруженным. Приходится работать допоздна. За 2 дня они обслужили уже 50 машин. О необходимости своевременно готовить автомобиль к зимнему сезону еще раз напоминает и в ГИБДД. Водителям, конечно, нужно соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию, быть более терпимее. На сегодняшний день у нас нет тех водителей, можно сказать, какого-то большого процента, которые уже свои машины поменяли шины на зимние. Они все ездят на летних шинах, поэтому может быть риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому надо быть немного терпимее, быть внимательным к окружающим машинам, соблюдать дистанцию, скоростной режим. Впрочем, при гололедице опасность подстерегает не только водителей, но и пешеходов. С 8:00 на работе было уже 33 больных. В данный момент мы приняли. В течение суток мы принимаем больных до 130. Особенно, внимание хочу уделить, это дети. С утра у нас одни и те же вот бабушки и дети падают. Давай маленький шовчик надо наложить. В приемном отделении больницы нам дали общие рекомендации для тех, кто получил травмы и отказывается от госпитализации. Если появилось головокружение, тошнота, боль в животе, нужно немедленно обращаться в ближайшие травмпункты. А в случае экстренных происшествий, будь то ДТП или несчастный случай, нужно звонить по телефону 112. Зарема Бекова, Резван Аушев, Новости 24. Сотрудники полиции по Карабулаку регулярно, так скажем, мониторят лиц условно осужденных и досрочно освобожденных. Проведенный рейд подтвердил, что на самоконтроль провинившихся надеяться не приходится. Профилактика обернулась очередным задержанием. Подробности у Руслана Албагачиева. Сотрудники ОМВД Карбулака пришли с профилактической проверкой домой к Азраилу Ажигову, стоящему на учете за употребление наркотиков. При осмотре дома полицейские обнаружили наркотическое средство – морфин. Ажигову задержали, а вместе с ним его подельников, которые также изготавливали и употребляли наркотики. Все они были под действием наркотических средств. При проведении оперативных профилактических мероприятий по проверке подучетного Ажигова Азраила, проживающего по улице Комарова, дом 50, были обнаружены граждане сам Ажигов Азраил, Хадзиев Беслан, Ажигов Иса и Костоев Зураб, которые занимались изготовлением наркотического средства дизоморфин. При визуальном осмотре данного домовладения было обнаружено наркотическое средство. Как установил эксперт ЭКЦ, данное средство является морфин весом 0,055 грамм. Также данные граждане были доставлены в МВД России по городу Карабулак и освидетельствованы. Все задержанные как один отвечают, что наркотики им принесли и что употребляли они их первый раз. Употребляли наркотические вещества? А за что вас задержали? За охранение наркотических средств. В доме, где устроили наркопритон, живет и семья Ажигова, жена и 4 детей, которым от 2 до 10 лет. А всего в сотни метров находится здание гимназии и детский сад. Руслан Албагачиев, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Он спас своих товарищей, а свою жизнь сберечь не удалось. Орден мужества посмертно. Скорбь родных, память друзей. Его уже не забудут. Младший сержант Олег Борзеев чуть больше полугода назад героически погиб, подорвавшись на мине. В семье Борзеевых сегодня читали мавлид. Зарема Ивлоева о верной службе. В этот день в доме Борзеевых много гостей. Старейшины проводят обряд священной службы мавлид, чтобы воздать хвалу Всевышнему за то, что их сын Алик был мужественным человеком. Родные и близкие, горечь потери, в сердцах которых еще не остыла, рассказывают друг другу истории, связанные с Аликом. По отзывам людей, знавших этого человека, он был воспитанным юношей, которому было свойственно только уважительное отношение к окружающим. Главе администрации пришло извещение из Владикавказа. Ваш сын награжден Путиным орденом мужества. Прошу приехать вас в Октябрьское. В торжественной обстановке нам вручили орден мужества.
Несмотря на то, что школу Алик окончил почти 10 лет назад, поддержать его родители пришли сегодня и учителя. Так получилось, что гибель Али мы тоже отметили в школе в день, на 9 мая, когда мы отмечали День Победы. Потому что он тоже настолько оказался мужественным, он защитник, он настоящий мужчина. Уроженец поселка Майское пригородного района 27-летний Алик Барзиев погиб 26 марта этого года во время проведения разведывательно-поисковых действий. Военнослужащий подорвался на мине, но успел остановить и тем самым спасти своих товарищей. Очень большая утрата, мне кажется, для села и для всех жителей эта утрата. Это был, я не могу сказать словами, очень порядочный, очень надежный. Это парень он был. Любого, кого вы в селе не спросите о Барзиеве Алике, его все знали, все его уважали. Алик Барзиев, чье самоотверженное исполнение служебного долга спасло человеческие жизни, посмертно награжден Орденом Мужества. Награду вручили родителям героя 26 ноября, спустя ровно полгода после его гибели. По просьбе войсковой части, в которой служил Алик, одной из улиц поселка, где он вырос, будет присвоено его имя. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Православные христиане отмечают один из 12 главных праздников – введение во храм Пресвятой Богородицы. Он установился еще на заре христианства, в православии получил широкое распространение в IX веке. Преодолев 15 ступеней, Дева Мария впервые в 3-летнем возрасте вошла в святая святых. Сегодня в Покровской церкви в Орджоникидзевском прошли праздничные богослужения. На литургии побывала и Залина Майсигова. Введение Богородицы во храм отмечается как одно из важнейших событий церковной истории. В этот день всем православным нужно постараться быть в церкви, поучаствовать в общей молитве и помнить, что без участия в церковной жизни, в таинствах невозможно спасение. Пресвятая Богородица, Матушка наша, она всех православных мать. Для меня она как вот мать у нас бывала и есть. Поэтому сюда сегодня особенно надо было прийти, так как она была впервые приведена в церковь вот 4 декабря. В этот день православные чтут события, описанные в Библии. Родители Пресвятой Богородицы, праведный Иоаким и святая Анна, до самой старости не имели детей, однако не оставляли надежду на помощь свыше. В своих молитвах они обещали Господу, что если Он пошлет им дитя, то они посвятят его служению Богу. Их молитвы были услышаны. В 3-летнем возрасте родители Богородицы, святые Иоаким и Анна, вели ее в храм и передали на службу Господу. В храме Матерь Божья Богородица находилась до 12-летнего возраста. В честь праздника во всех православных храмах состоялись богослужения. Прошло оно и в Покровской церкви Ингушетии. По традиции, после божественной литургии состоялся молебен за мир в государстве и за благополучие жителей нашей страны. Залина Майсигова, Магомед Дидигов, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.